Цейское ущелье – одно из любимых мест отдыха туристов со всей страны. Зимой здесь постоянно дежурят сотрудники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Каждый день они проверяют склоны, следят за катающимися и оказывают помощь. В преддверии открытия сезона здесь прошли учебно-тренировочные сборы. Отдельно отработали действия по спасению людей, застрявших на канатной дороге. Эвакуация пассажиров – крайняя мера, однако и к ней всегда нужно быть готовым. Отключение электроэнергии и сбои в работе резервного двигателя могут произойти в любое время. Как раз в таких ситуациях на помощь и приходят квалифицированные специалисты. Время реагирования на происшествие – 1 минута. Сам алгоритм спасения достаточно прост. Подход к креслу, передача пострадавшему косынки. Именно так называется устройство, благодаря которому можно спустить человека с любой высоты, и непосредственно спуск. Нужно немедленно отреагировать спасателям, так как человек, сидящий в кресле, начинает паниковать. Кто-то легко одет, кто-то уже не может, у кого-то появляется какой-то страх. И спасателям нужно действовать как можно быстрее. А самое главное для отдыхающих, которые оказались в этой ситуации, не паниковать и при подходе спасателя выполнять все его команды. Соблюдать спокойствие и все. Учения были максимально приближены к реальным условиям. Спасателям предстояло не просто продемонстрировать свои умения, но и на самом деле спасти людей, согласившихся выступить в роли статистов. Кроме этого, в течение нескольких дней спасатели работали на Сказком леднике, проводили тренировочные выходы на вершины скалистого хребта. Всего задействовали 15 спасателей, каждый из которых доказал, к выполнению своих задач готов. К началу зимнего сезона наши спасатели готовы на все 100%. У нас есть высококлассные спасатели, мастера спорта по альпинизму, спасатели международного класса, спасатели первого класса. Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России – один из крупнейших на Северном Кавказе. В его составе 86 человек, 70 из которых аттестованы на проведение аварийно-спасательных работ. Ежегодно они принимают участие в различных мероприятиях по обеспечению безопасности не только в республике, но и за ее пределами. Яна Гайгиева, Ирина Санакоева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ.